Мои дорогие, добрый день. Дядя Халчин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Мои уже родные, если честно, друзья, большое вам спасибо за то, что за ваши пожелания мне здоровья, за ваше участие, за ваше понимание. Я вам безмерно благодарна, и, может быть, даже благодаря вам и вашим пожеланиям мне Всевышний сегодняшний немножко дал и облегчение, как бы, да, мне немножко лучше сегодня, не то, что немножко, не намного лучше, признаюсь честно. И, друзья, у меня еще одна новость, не знаю, как вам меня слышно, у меня уже микрофон, как видите, куда-то его прицепила. Ибрагима нет дома, я первый раз пробую без него. Он мне заказал, я, как помните, говорила вам, что он заказал мне на каком-то сайте, не знаю на каком, петличный микрофон, проводной, правда. Мне очень хотелось беспроводной, но пока проводной. Надеюсь, вам слышно, просто хотя бы здесь будет слышно, далеко уже нет. Хотя я далеко, ставя штатив, что-то и не делаю. 6 метров, по-моему, длина провода. А так распаковку, или что-то мы не снимали, но если упаковку он сохранил, я вам потом попозже покажу, друзья. Значит так, вроде бы хотела по-быстрому все сделать, без камеры, но все-таки вспоминаю всегда слова Фаины, моей подписчицы, как только зашла на кухню, ставь где-нибудь свой телефон, камеру и снимай все, что ты делаешь. И поэтому решила, почему бы и нет. Вы будете со мной сегодня наблюдать, что я делаю. Все-таки мне надо как-то входить в русло и показывать каждый день. Никак я с этим не справлюсь. И поэтому решила в сегодняшний день вам показать практически, что я буду делать сегодня, и будем с вами. Мне очень с вами интересно, действительно, я вам всем благодарна. И к тем, кто мне пишет в личку, кто общается. Действительно, вчера очень многие девочки со мной общались по WhatsApp. Мне это было настолько приятно, мне это серьезно помогло, потому что мальчики на работе, мама у себя, я не могу ходить, я не могу как-то много двигаться, когда вот у меня бывает обострение этой болезни, мне мешает движение головы, всего того, и я еще не могу тогда смотреть ни телевизор, ни в телефон. А как-то вот прослушивать по WhatsApp сообщения, голосовые особенно, меня не напрягают, и я отвлекаюсь, развлекаюсь, как бы. И вчера мне действительно даже новенькие выходили на связь, общались со мной, мне это было очень приятно. Большое им спасибо. Еще до обеда я смотрела, думаю, открою WhatsApp, кто-нибудь написал мне что-нибудь? Нет, никто не написал. Просто ролик, который вышел вчера, друзья, это был позавчерашний ролик. Вчера я ничего не снимала, мне действительно вчера было не очень комфортно. Хотела кое-что снять, но все-таки думаю, не буду, тем более ничего не делала. Решила действительно отдохнуть. Было холодно, сыро, у нас шел дождь, моросил прямо, не дождь сильный, а вот моросил целый день, вот такой вот какой-то осенний дождь, и погода была 15 градусов днем и 13 градусов ночью. Вы не представляете, я целый день не могла согреть свои ноги. Одела теплые носки, укутала в одеяло. Но из-за того, что плохое кровообращение, у меня хоть что на ноги одевай, если они уже один раз замерзли, то все, пока они сами по себе не начнут оттаивать, как бы это ни проходит. И вот они где-то к вечеру оттаяли у меня. Мне даже мой старший сынок пришел после обеда домой, принес чай аж туда в дом, купил шоколадку мне Натс, которую я люблю. В принципе, я другой шоколад никакой не ем, очень редко ем этот Натс. Я не сладкоежка, но вес прибавляю, наверное, потому что ем много хлеба. Действительно, когда у меня вот какая-то проблема, я заедаю. Это мой бич. Скинуть вес что-то не получается, потому что как только перенервничаю или что, мне нужно действительно взять кусочек хлеба и что-то поесть. Стараюсь вместо хлеба поесть овощи или фрукты какие-то, но все равно сытость у меня не поступает. Ладно, все, об этом забыли. Анализы мои еще не готовы, только завтра будут готовы. Значит, завтра мне придется пойти к врачу уже сразу с готовыми анализами. Посмотрим, что она мне скажет. По-любому, конечно, прокапаться и проколоться мне надо будет. Значит, что у меня сегодня поступило? Поступил, правда, заказ был вчера, но вчера, как вы знаете, у меня не было газа целый день, сутки. Ну, скорее всего, у них были какие-то профилактические работы, потому что аж 2 села было без газа. Наверное, или что-то прокладывали, или профилактика какая-то была, не знаю. Но хорошо, хоть предупредили. Сын вчера опять-таки к вечеру мне сделал на костре дым-ляму, или дым-ляма, как я не знаю, как называется. Мне опять не пришлось готовить.
И вот так вот, друзья. И мне, помните, я, вот кто со мной давно, делала какие-то заказы для мужчины, который держал пост уразу, у него не было своих женщин дома. Эта же женщина, которая заказывала мне для этого мужчины заказ, позвонила мне вчера по WhatsApp, написала, они живут сами за рубежом, не знаю где, но живут за рубежом. И оказывается уже, ну муж ее уже уехал, ее заловка с зятем приехали к нам в Ингушетию и через какое-то время заболели ковидом, они лежат в больнице. И близких таких родственников у них здесь нет, они все вот за рубежом уехали, все, видимо, вся близкая семья, а как-то, ну, не хотят они тревожить. Конечно, любой наш даже однофамилец поедет, если сказать, и передачу передаст, и приготовит, и все сделает, но не хотят люди как бы ну, обременять, наверное, своих дальних родственников. Она меня попросила, если ты можешь сделать заказ. Я говорю, я сегодня, во-первых, газа нет. Если бы мне нужно было его делать вчера, я бы не смогла. И я говорю, мне сегодня я не смогла бы, даже если бы был газ. Давай вот до утра завтра посмотрим по состоянию моего здоровья, потому что у меня такое заболевание. Мне сегодня буквально час назад может быть плохо, а потом как-то лучше. Видимо, как только циркуляция крови начинает идти, то становится лучше. Ну, утром встала, альхамдулилlah, было все хорошо. Ну, как хорошо, относительно хорошо, конечно. Действительно, я еще не дотянула до такой степени, что мне совсем плохо. И, ну, я говорю, хорошо, тогда вот я вроде бы более-менее себя чувствую, и заказ такой не очень, может быть, серьезно как-то. Давай заказывай. Короче, у меня, друзья, болтаю много, у меня такой заказ. Мне нужно сварить борщ, сделать или рагу, или жаркое, ну, практически это одно и то же из мяса. Потом вареники с творогом. У меня есть, я вчера еще сделала, вечером смогла, ночью сделала вареники с творогом, но она мне говорит, что надо будет побольше, может быть, еще и вареники с творогом доделаю. У меня и тесто есть, и творог есть, это все есть. Попросила она меня купить малину и черную смородину. И теперь она еще раз перезвонила и говорит, если получится у тебя, сделай сразу же и тефтели в соусе в каком-нибудь. Короче, вот так вот, друзья, заказ должна выполнить. Поехала с утра с Ибрагимом на рынок, на ранний рынок. Мне надо было, я же не занимаюсь именно таким, тем более не занимаюсь. Я занимаюсь полуфабрикатами, и то очень редко. Как-то я массово забросила и не делаю этого. Когда вот надо подхватить тонзилу, сделать, я делаю. А так специально, чтобы нет. Ну, не получается у меня, особенно летом. И поехала за упаковкой, нужно же запаковать это все. Купила мясо, купила эту упаковку, что мне еще надо было. Но в основном все у меня дома есть. Капуста, свекла, морковь, что еще туда нужно. Болгарка зеленая, ну я 2 штучки красной болгарки купила, помидорки купила. Ну все, друзья, уже для борща и кастрюли я поставила под навесом. Варится мясо. Такой хороший мясник, друзья, я не знаю, мясники такие бывают, знаете, ну, в принципе, это, наверное, у них и профессия, им же надо продать мясо, я ничего не говорю, но лишнего мяса мне просто не надо было. Для себя у меня есть в морозилке мясо, и говядина, и баранина, и уточки, и гуси, ну, все понемножку. Но такой говядины, чтобы из морозилки больным я не хотела. Действительно, нужно же покупать свежее. А лишнее мясо покупать, положить в холодильник я тоже не хотела. Мне нужно было вот килограмм на борщ и килограмм на... Это овощное, говорю, это рагу или жаркое? Ну, жаркое пусть будет. В несколько магазинчиков зашла, я говорю, мне 2 килограмма нужно только мяса. Вот можно вот так вот кусочек отрезать? Нет. Я говорю, ну я заплачу сколько надо, вот пусть будет это дороже. Нет, если мы вот это так отрежем, это будет так. Короче, у них у мясников свои заморочки. Кто мясо покупал, знают. И вот, короче, несколько этих вариантов я прошла, несколько ларечков мясных и заглянула уже в последний. И когда-то еще один раз я покупала у него мясо, молоденький такой парнишка. Но действительно, вот, я не знаю, я ему благодарна. Далсар долт, я скажу, извините, на ингушском, замсак кривяш не де далсар долт, цукянки далсар долт. Потому что большое спасибо, я просто сказала большое спасибо родителям, матери и отцу этого парня. Ну, он действительно, наверное, ровесник моего Ибрагима, не старше. Ну, 20, потолок 22 года этому парню. Он мне отрезал килограмм, откуда я сказала. Отрезал еще килограмм, откуда опять-таки я сказала.
сделал как мне надо, улыбнулся. Я действительно, это второй раз было. И действительно, вот, ну, что человеку нужно? Хорошее общение. Я уже все, я записала его номер телефона. Я ему говорю, если я тебе позвоню и скажу, как мне надо, ты мне пришлешь, чтобы я сама не приехала? Без проблем, говорит дядя. Ну, дядя у нас это тетя. У нас обычно к старшим не обращаются, ну, обращаются как бы не на вы, а вот тетя, дядя, вот так вот, вот и дядя. Я к чему это все говорю, друзья, потому что многие подписчики, особенно новые, им интересно наши обычаи, традиции, что, как, наш менталитет, и поэтому я немножко делаю акцент на этом. И действительно, мне было очень приятно сегодня, и когда тогда я у него была в магазине, вот общение именно этого парня. Он практически ничего не сделал, но мне стало настолько как-то уютно и тепло, вот действительно, и это ему по-любому воздастся, мне так кажется, по крайней мере. Я благодарна этому парню. Мясо он мне действительно выбрал то, что я хотела. Да, у меня специфический заказ. Я так беру. Ну, просто у нас есть, конечно, отдельные магазины, где можно купить какой хотите там кусочек, но там дороже. А на рынке все-таки дешевле мясо, да и, ну, в принципе, свежее и там, наверное. Ну, вот такие вот дела, друзья. Проболтала опять весь ролик, наверное. Все. Сейчас у меня накопилось молоко. Как вы знаете, вчера не было газа, позавчера я болела. И мне надо пропустить молоко. И у меня даже с этим заказом еще есть сметана. Зачем я буду где-то покупать, если у меня сметанка своя? И благо дело, мне как-то надо будет этой моей подписчице, которая, если она меня смотрит, я сейчас обязательно ей отправлю сметану, которую она мне покупала, но она оказалась у меня жидкая. Я практически все лето борюсь с этим сепаратором, она у меня пропускает очень жидкую сметану. Ну, дома у нас мы едим, ничего страшного, но через 2 дня немножко прокисает и сгущалась. А вот последние 2 раза прокручивала, я не ленилась, снимала молоко, крутила этот барабан, снова пропускала. И уже все-таки добилась такой консистенции сметаны, что она уже идет густая. Так что сейчас пропущу эту сметанку, тоже им налью. Короче, вот так вот. В больнице, как я сказала, лежат муж с женой, их надо разделить на 2 части этот заказ. Если у меня будет получаться показать от начала и до конца, как я это делаю, если я буду укладываться в время, потому что у меня такой заказ всегда бывает по времени, и снимать не получается. Я вам покажу все. Мне очень хочется показать от начала и до конца. Сейчас я просто просепарирую молоко. И да, друзья, напишите мне в комментариях, с микрофоном лучше слышно или нет. Я не знаю уже. Мне уже так долго говорили и писали, что без микрофона меня плохо слышно, поэтому мне уже было неудобно. И за микрофон мы заплатили, по-моему, где-то в пределах около 3000. Да? Так, друзья, ну я надеюсь, меня будет слышно с микрофоном. Теперь я помыла мясо. Видите, мясо, какой красивый кусочек. Есть и жир, но не очень жирное, специально вот такое вот мясо. Это килограмм. Сейчас я его нарежу и буду обжаривать в сковороде, пока в собственном соку потушу немножечко. Вот. Ну вот на такие кусочки разрежем его. Так, ну вот, друзья, теперь сковородка разогрелась. Положу сюда мясо. И пока присолю. И на среднем огне пусть постоит. А тем временем сейчас сепаратор мой закончится. Так, мои хорошие, мне пришлось немножко прерваться. Так, значит, мясо сварилось. Я вот хочу им бульончика отдельно тоже отправить. И теперь что мне еще? Сейчас буду закидывать картошку. Немножко расскажу вам, что произошло за то время, что я выключила телефон.
Приехали мои мальчики на обед, я не рассчитывала. Пришлось быстро пожарить картошку. Все, короче говоря, посуда отодвинута стоит, не мыла, сепаратор не мыла. Дело в том, что не успеваю. Все это сделаю после того, как отдам заказ. И приезжал племянник мой, тоже с ним, ну, тоже немножко отвлеклась, по делу приезжал. Ну и теперь будем делать, короче, борщ. Мясо у меня тем временем уже прожарилось, протушилось. Я пока его отодвинула. Уже пора туда закидывать лук, все такое. И, короче, все уже пора. Почистила картошку, лук, болгарку, капусту. Все подготовила. Теперь быстренько нарежу и начну процесс готовки. Ну вот, друзья, теперь будем продолжать дальше готовить. Так, я нашинковала лук. Жаркое уже, мясо уже жарится. Оно как бы, ну, вода уже пропарилась. Все, теперь добавим лучок. Все. Картошку уже закинула для борща. Теперь пока будет это прожариваться, я подготовлю другие свои овощи, друзья. Так, ну вот, друзья, видно вроде бы все. Лук у меня прожарился, теперь я морковочку решила вот так вот не очень крупно нарезать соломкой, не знаю. У меня сломалась эта волнорезка, красиво было бы волнорезкой, конечно. Так, картошечка в борще варится. Лук с морковкой потушатся. Здесь я уже разогрела сковороду для борща зажарку делать. И нарезала уже лучок. И тем временем натерла на терке и морковку, и свеклу. Короче, все в процессе. Мне сейчас самое главное, нужно почистить черную смородину. Ее, конечно, чистить долго. Так, пока нарежу болгарочку. И для рагу, и для борща. Ну, рагу, жаркое, я не знаю, как его назвать. Да, друзья, сегодня жарко. Но не так жарко, комфортно, не очень жарко, как раньше, по крайней мере. Хорошо, хоть эта жара спала. Так, немножко, наверное, зелененького тоже добавлю. И сегодня помидоры были, друзья, дешевые, прям красивые помидорчики. Сейчас я вам покажу. По 30 рублей. Огурцы, правда, дороговато. Но я не успела, я много на рынке не ходила. И как-то мне единственное, что нужна была свекла и красная болгарка. Ну и помидорчики просто заскочила, купила. Смотрите, вот такие вот прям вот домашние помидоры по 30 рублей, представляете? А чуть-чуть поменьше, которые даже по 25 рублей были. Они мне так понравились. И такие вкусные, сладкие. Я вот ребятам делала салатик на обед. Прям очень вкусные. Огурцы, правда, в одном месте. И то я не спрашивала, я рядом стояла, услышала, как женщина спросила, в какую цену. Ей ответили, что 50 и 60. Значит, огурцы дешевле. Ой, дороже. Потому что в это время огурцы стоили 20 рублей, потолок 15 рублей. Особенно салатные были дешевые. Я не знаю, если сегодня успею, но надо успеть, потому что огурцы опять перерастут. Мне нужно собирать свои огурцы. Я опять, хоть и микрофон, почему-то уже стараюсь громче говорить. Короче, друзья, я из меня блогер. Я уже давно вам сказала, что я чайник. Но вы меня все равно смотрите. Так что говорите, как там у меня с микрофоном дела, со звуком дела. Так, значит, лучок.
Теперь, наверное, уже пора морковочку. Вот так вот. Конечно, друзья, когда снимаешь, время уходит больше. Я бы уже, наверное, все сделала. Потому что быстро все. Когда снимаешь, все-таки время уходит больше. Но у меня в запас немножечко. Прямо немножечко есть время. Поэтому не спешу. Как бы сказать, медленно спешу. Если кому понятно. Так, сейчас нашинкую капусту, потому что картошечка вовсю уже варится. И она вместе с капустой дойдет, мне кажется. Вот. Я специально одну эту мозговую косточку такую взяла, крупную, чтобы бульон был хороший, наваристый. Для больных простудными заболеваниями по-любому хорошо. Ой, жирненький бульончик. Чуть не обожглась. Дело в том, что если бы у меня была курочка домашняя, уже готовая, зарезанная как бы, я бы с удовольствием бы сейчас им куриного бульона сделала. Вообще без денег бы, но у меня не было. В морозилке поискала, не было. А сейчас резать, чистить, все это было бы слишком долго, я бы не успела. Домашний куриный бульон тоже, конечно, очень хорошо. Так, немножко еще свеклу тоже. Немного оставлю сырую, туда кину. Так, ладно, сейчас, а то будет слишком долгий ролик. Так, теперь быстро закидаем картошку, потому что уже и болгарочка, и морковка, лучок немножечко потомились. Дальше их не надо томить. Я картошку уже нарезала. Значит, знаете, как получается? Если кому интересно, не знаю. Килограмм мяса тут у меня и килограмм картофеля. 2 болгарки красные и 1 зелененькая. 1 морковка такая средняя. И все. Сейчас налью водички, чтобы потушилась она, картошка, чтобы отварилась. Так, посолю. Пока перчить не буду. Так, все. Значит, зажарка жарится. Ой, сейчас я воды не налила. Чайник у меня стоит под навесом. Все, много не буду лить, чтобы чуть-чуть мясо прикрыло, картошку, все это прикрывало, чуть-чуть, даже почти не прикрывает. Все, теперь буду шинковать капусту. Так, значит, я уже и томатик сюда закинула, и 1 помидорку натерла на терочке. Тоже в зажарку добавлю. Капусту уже добавила. Короче, борщ пока уже почти готов. Рагу тоже. Так. Чуть-чуть попозже добавим специи для цвета и вкуса.
Так, ну все, друзья. И зажарка у меня готова. И свеклу я уже сырую тоже в борщ прямо добавила. Все. По-моему, слишком густой получился. Конечно, дома он бы хорошо, но она меня просила как-то, чтобы он был бульончика побольше. Ну и сейчас, наверное, капуста уварится еще немножко. Сейчас сделаю газ помедленнее. Ну все, сейчас на медленном огне пусть будет доходить чуть-чуть по минут 5-10 вместе с зажаркой. Пусть потомится под крышечкой минут 5. Так, тут тоже все идет нормально в процессе. Все тушится, варится. Аромат превосходный. Так, ну все, сейчас дальше. Главное, у меня нет времени мыть посуду, друзья. Вы меня простите. И снимаю еще к этому. Теперь время дошло у меня до черной смородины. Так, я немножечко между делом ее уже чистила. Сейчас быстренько. Вот самое главное, она вот больше всего у меня времени будет отнимать эта смородина как бы. Просто мне хочется еще и по дому кое-что сделать. Потому что ничего не делала. Уже 3 часа. Из-за того, что мальчики пришли на обед, я немножко, конечно, задержалась. Ну, Петенька мой, приветствует вас, мой Петенька, видите? Эти молодые петушки, когда начинают кукарекать, им бывает так интересно, они в любое время кукарекают, и ночью, и днем. Ну, привет тебе, привет, мой хороший. Так что так, друзья, ну не буду вас томить тоже. Неплохая смородина, но уже я была на рынке как поздновато. Они уже собирались. 250. Ну, Петя, ну иди ты. 250 рублей, короче, друзья, была черная смородина за килограмм. Так, ну, друзья, сейчас у меня уже почти на подходе. И, ну, не знаю, скорее всего, рагу не жаркое, потому что картошку я не жарила. Сейчас хочу чесночок и в борщ, и в жаркое добавить. Опять жаркое рагу. Ну, не знаю, короче, как это блюдо называется. Просто меня просили, чтобы был бульончик, поэтому я налила водички, чтобы и это тоже было чуть-чуть жидковатое, а не сухое как бы. Обычно в жаркое же картошку жарят. А тут я, получается, ее в соку томлю. Так, это я закину в борщ. Так. Все. Борщ готов. Сюда, значит, я немножко добавлю паприки. У меня паприка с дымком. Мне что-то эта паприка начала нравиться. Не просто паприка, а паприка с дымком. Немного добавлю чесночного перца. Хоть и чеснок добавляю, но немножечко будет аромат. И немного черного перца. И, как я сказала, еще немножко чесночка. Так, куда же я лопаточку положила? Внесла я ее, что ли?
И мне только пока я готовила, она мне написала, что тефтели не надо будет, потому что слишком много все-таки в больницу еду, пока они это съедят. Вот. Еще надо мне отварить вареники с творогом. И, наверное, я сюда штуки 2 помидора все-таки еще нарежу. Так, отключу. Так, друзья, чуть-чуть запарилась, конечно, я почистила смородину, помыла и малину, и смородину. Теперь она стекает, уже стекла. Сейчас быстро промясорублю смородину. Так, вы не смотрите на раковину. И грязной посуды набралось. Там в одной раковине чистая, друзья, посуда. Но сейчас не успеваю. Я отправлю заказ и потихонечку все приберу. Так, вроде бы у меня не грязно. Антисанитарии нет. Сейчас быстро пропустим. Тут все-таки жидкость стекает еще. Смородину. Так, теперь добавим сахар. Значит, килограмм у меня было смородины. И килограмм сахара добавим. Это она просто попросила. Для иммунитета, наверное, как-то. Вот так вот. Так, а теперь малинка. Малинка очень какая крупная, хорошенькая. А малину, наверное, я просто перетру этой скалочкой. Ой, скалочкой. Картофеломялкой, как бы. Так, значит, малиновое я уже налила. Налем смородину. Мне еще осталось сварить вареники. Я решила в банке не наливать это варенье, не знаю. Так, чуть-чуть осталось.
не проливается. Так, это все. Теперь мне нужно еще чесночок. Сказали немножко. Чесночок, наверное, я заверну в фольгу. Если нарезать, не буду нарезать. Надо будет сами нарезать. Так, сейчас я снимаю с другого телефона, наверное, чуть-чуть будет хуже слышно. Чтобы не забыть. Так, получится. Теперь так, теперь мне нужно малосольные огурчики. Боюсь, что я их все-таки слишком остренькими сделала. Друзья, не знаю. Но уже переделывать у меня нет времени. Замотала в своем наушнике. Так, а вот. Вытащу перчик. Но они еще хорошенечко не пропитались. Может быть, сверху они мне кажутся острыми. Но, конечно, со остринкой. Не знаю, как они любят. Так. Теперь закинем вареники. Вареники у меня замороженные, я еще вчера их сделала вечером, как я уже говорила. Так, огурчики положила. Теперь мне надо еще помидоры свежие. Сметанку разлить. Ой, вот что я забыла. Мне нужно было еще 2 этих для сметаны, 2 ведерочка. Я не сообразила. Так, все. Коробка шаясу. Так, значит, друзья, вареники готовы. Сейчас я их переложу сюда. Ой, все готово, короче. Сейчас только нужно накладывать. Пока поставь.
значит, положила мясо. Ой, мясо, говорю, масло. Теперь закроем их. Зеленью не стала посыпать, потому что зелень, друзья, на любителя. Так, по-моему, у меня тут 2 штуки. Да, 2 штуки. Зелень на любителя. Не буду сыпать. Так, теперь, наверное, борщ будем наливать. Так. Сначала хочу мясо положить. Боюсь наполнять, вдруг еще будет переливаться. Хотя хочу поставить в коробку. Видимо, я свеклы все-таки мало добавила, не такой уж красный он получился. По-моему, лавровый листик туда попал. Нет мяса. Мясо вот было очень молоденькое, красивое, с жирком небольшим. Надеюсь, они выздоровеют. И надеюсь, им это блюдо тоже понравится. Моя стряпня. Ну все. Так, килограмм мяса ушло. Так, теперь я куда-то зелень ставила. А, вот. У меня тут неразбериха небольшая, конечно. Так. Вот так. И вот так. Хотя я в борщ уже кидала зелень. Так. А где теперь мои крышечки? От литровых крышек.
пока подождет. Так. Может быть, все-таки тоже фольгу, наверное. Так, это, друзья, хочу фотоотчет заказчицы показать. Так, друзья, дыню теперь нарезала еще. Так, все-таки этот мой шнур мне немного мешает. Так, нарезала вот так вот дыню. Очистила от шкурки. Все. Теперь все. Положила вот так вот по 4 помидорки.
Теперь вот это я еще, наверное, замотаю в пленочку и в коробочки. Ой, нельзя забыть хлеб. Мне еще сказано было хлеб. Чуть-чуть и не забыла. Так, ну вот, друзья, теперь постараюсь я как-то их упаковать. Я не знаю, что куда как. Так, значит, это сюда. Это тоже вареники. Эти две сюда тоже. Так, чесночок. Бульончик. Что еще сюда? Сметанка. И помидоры просто в кулечку. Пока посмотрим. Ну да,
Вот так вот приготовила я ящики, как видите. Все сюда запихала, ну не запихала, а положила, упаковала. Теперь положу наверх пакет. И если вдруг ящиком не будут принимать, то они там уже себе переложат в пакеты. Я положила 2 пакета, лишних даже, и занесут, я надеюсь. Все, заказ выполнен. Теперь у меня уборка.